Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 648 АМ на территории Крымского полуострова. Сигнал нашей трансляции на сайте Крым Реалии доступен с любой точки земного шара, где бы вы не нашли интернет и не смогли бы выйти на сайт Крым Реалии. Кроме того, трансляции наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, ну и главное, делиться этой трансляцией с друзьями. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, где без посредников в роли меня вы можете выразить свою точку зрения. Она гарантированно прозвучит в нашем эфире. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, о чем будем говорить в ближайшее время? Будем говорить о том, что город Севастополь предлагают лишить особого статуса, в связи с чем из Конституции Украины может исчезнуть отдельное его упоминание. Суть в том, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект поправок в Конституцию, которыми меняется административно-территориальное устройство страны. Предложен такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область и автономная республика Крым. По логике законопроекта, Севастополь лишается специального статуса, а значит отдельного упоминания в тексте Конституции Украины. В связи с этим поправки в основной закон уже критикуют. И мы начнем наш разговор с беседы с Борисом Бабиным, экспертом в области международного права, бывшим представителем президента Украины в автономной республике Крым. Борис, доброе утро. Доброго утра. Итак, в чем вы видите основную проблему готовящихся изменений в Конституцию Украины в отношении города Севастополя? Ну, основная проблема – это, конечно же, юридическая неопределенность, которая возникает. Поскольку если мы на каких-то основаниях лишаем Севастополь особого статуса, и эти основания – это отдельный разговор, да, то мы должны четко указать об этом хотя бы в переходных положениях Конституции. А там об этом ничего не говорится. То есть был у нас город с особым статусом и исчез. Если он становится частью автономной республики Крым, это одна процедура. Да. Если он остается, например, округом, либо громадой, но без особого статуса, это иная процедура. Но все равно об этом нужно как-то сказать в переходных положениях. Это первое. Второе. Сам особый статус Севастополя, если кто-то забыл, это, конечно же, не особое право города, а особый режим контроля за ним. Зачем мы снимаем этот особый режим? Вопрос абсолютно риторический. То есть вот что такое случилось у нас сегодня, в начале 2019 года, что вот резко заставляет нас это сделать? Вопрос, да? Следующее. Конечно же, передача города, даже простого, из одной территориальной единицы в другую, это сложная процедура. То есть, представьте себе, вот город обычный передать из области в область. То есть нужно решение горсовета, 2 облсоветов, да, решение Верховной Рады специальное об этом. А тут ничего этого нет, и просто исчезает из Конституции слово. Так не делается. То есть, если мы сегодня на оккупированной территории все эти процедуры провести, естественно, не можем. И даже если мы хотим снять с Севастополя особый статус, в чем, подчеркну, объективных каких-то причин не существует, а существует только какое-то желание отдельных клерков периода президента Порошенко. Поскольку идея не нова, идею эту вынашивали с 2017 года, активно обсуждали в администрации президента, бывшего уже, то давайте об этом скажем в переходных положениях, если так вот это вот почему-то и зачем-то кому-то нужно. Конечно же, это не очень нехорошая идея, и, конечно же, она будет на руку россиянам, поскольку город Севастополь и автономная республика Крым – это 2 региона оккупированных территорий, о которых говорит множество международных актов, принятых по Крыму с 2014 года, осуждающих агрессию, милитаризацию полуострова, нарушение прав человека. Вот буквально вчера Генеральная Ассамблея приняла уже 4-ю резолюцию в линейке резолюций по Крыму правозащитных. И она так и называется: «Ситуация с правами человека в автономной республике Крым и городе Севастополе». А теперь представляете себе, что завтра у нас Севастополь из Конституции исчезает, автономную республику Крым, как у нас тоже отдельные товарищи предлагают, переименовывают в некую крымскую автономию,
И вот что мы будем говорить бюрократам ООН, что мы будем говорить в Раде Европы, что мы будем говорить в ОБСЕ. То есть есть такое вообще мнение, что все вот эти переименования, они на самом деле инициированы из Москвы, и вот эти все авторы, которые с 2017 года бегают с этими идеями, они либо полезные идиоты, либо, ну, извините, что-то иное. Действительно, место Севастополя в Конституции Украины сейчас активно обсуждается, и уже есть реакция от нынешнего постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича, а также представителя партии «Слуги народа», да, Богдана Еременко, который также основатель Майдана закордонных справ. И вот я, с вашего позволения, их цитатами, да, с вами подискутирую. Давайте сначала вот слова Антона Кориневича. Сначала хочу сказать, это цитата: «О Севастополе никто не забыл. Должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Киев как столица имеет статус города-столицы, и это предмет отдельного регулирования. Но это не особый правовой статус», пишет Кориневич в Facebook. По мнению постпреда, именно особый правовой статус Севастополя создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которое в дальнейшем это использовало для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства. И далее я процитирую Богдана Єременка, язиком оригінала процитирую. «Як на мене, то немає іншої причини, окрім тієї, що це город руської слави, а власне головна база Чорноморського флоту Російської Федерації. Але в момент виходу Російської Федерації з договорів про базування в Криму Чорноморського флоту, цей аргумент остаточно втратив для України будь-яке значення. Будь-які інші аргументи, що стосуються економіки чи адміністрування і управління містом, або відсутні, або вкрай непереконливі. Умовно переконливим є аргумент про недоцільність зміни статусу міста в период оккупации». И далее господин Еременко пишет, что, переговорив с главой профильного комитета Андреем Клочко, они договорились при подготовке законопроекта ко второму чтению внести поправку в переходные положения, которая определит, что изменение статуса города Севастополь осуществляться после деоккупации Севастополя. Вот такая позиция. Ваша реакция, Борис? Смотрите, первое. Тезис о том, что о Севастополе никто не забыл. Если бы о нем бы не забыли, то, как вот правильно абсолютно говорит Богдан Еременко, тогда бы где-то в переходных положениях, да, было бы об этом написано, что был особый статус, а теперь что-то другое, правильно? То есть где-то это было бы указано. И вот тогда можно было бы согласиться о том, что о Севастополе не забыли. А так, извините, господа, если особый статус лишается умолчанием, в праве просто так не делается. То есть есть две проблемы. Первая проблема: нужен ли особый статус, да? Зачем его убирать? Это отдельная большая дискуссия, которую, естественно, никто не вел. Кроме 2-3 клерков, повторюсь, которые из офиса президента Порошенко перекочевали со своими идеями в офис президента Зеленского. Но есть вторая проблема. Если вот действительно уже нужно этот статус убирать, в чем, например, я сомневаюсь, но вот допустим, если это действительно вот приспичило нам, понимаете, сейчас это сделать на 6-м году оккупации зачем-то. Но это нужно делать по процедуре, и она не соблюдена. Абсолютно правильно сказал господин председатель парламентского комитета. Но есть другая проблема, понимаете, как уже сказали другие конституционалисты, особенность законопроекта об изменении Конституции такова, что его нельзя изменить между чтениями. То есть либо сейчас президент Зеленский подает еще один законопроект, он регистрируется в Верховной Раде и голосуется, либо голосуется так, как есть, извините, изменений внести туда нельзя уже. И единственный теперь вопрос, там проголосуют ли депутаты, раз. И второй вопрос, поддержит ли это все Конституционный суд. А в этом есть большие сомнения, потому что, как я уже сказал, грубо нарушается принцип юридической техники, нарушается принцип юридической определенности. Извините, у нас еще есть в Конституции такая замечательная фраза, которую многие забывают, что изменение основного закона не должно приводить к уменьшению существующих прав человека. А мы в свое время записали некий особый статус Севастополя, соответствует на права жителей этого города на местное самоуправление. И теперь оно, повторюсь,
без каких-либо обоснований, без даже упоминания об этой проблеме в пояснительной записке нормативного акта, оно каким-то образом изменяется. У меня, честно говоря, глубокие сомнения, очень глубокие, что Конституционный суд пойдет на это и скажет, что это все не нарушает первый раздел Конституции. Соответственно, как по мне, наилучший и наиболее простой путь это просто подать законопроект новый, заново, и описать там две ситуации в переходных положениях, которые можно технически регулировать. Первое, это, извините, куда мы деваем Севастополь, да? А второе, более техническая вещь, но тоже важная. Ведь мы же вводим институт префекта в Конституцию, да, и округа. Соответственно, возникает вопрос об этом всем в автономной республике Крым. Очевидно и очень логично, что там будет так же, как и в остальных регионах, то есть также будут префекты и округа. Но статус Крыма мы сегодня поменять не можем. У нас есть Конституция Автономной Республики Крым 1997 года, утвержденная Конституцией Украины. Для ее отмены нужно голосование Верховной Рады Автономной Республики Крым, которой нет. И в этой ситуации до деоккупации Крыма юридически, опять-таки, возникает не такая большая, как по Севастополю, но тоже юридическая коллизия. И чтобы вот все эти коллизии убрать, и вот повторюсь, если вот есть какое-то абсолютно непонятное желание людей, которые никогда в Севастополе не жили, там не работали и не понимают особенности этого города, вот это все сделать, то давайте хотя бы в переходных положениях напишем одну простую фразу, что действие данных норм касательно Севастополя и Автономной Республики Крым вступает в силу после их деоккупации. Точка, все. Одно предложение снимает все юридические вопросы, оставляет только политическую дискуссию, и пускай мы будем о ней говорить до деоккупации. Нужен особый статус, не нужен. Что это будет? Повторюсь, отдельный округ, либо округ в составе Автономной Республики Крым. Здесь уже можно говорить, но давайте закроем техническую проблему, эту дырку, пробоину определенности конституционного права Украины, и далее будем уже идти в сторону деоккупации полуострова. Изменение статуса Севастополя широко сейчас и активно обсуждают не только на материковой части Украины. Есть реакция и из Крыма, и из соседней России. Вот я одно мнение процитирую. В принципе, да, месседжи, которые исходят, они все похожи. Вот сейчас я процитирую главу комитета Российского парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля. Он заявил, что упоминание Крыма и Севастополя вообще следует полностью исключить из Конституции Украины. Я процитирую, да, это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь. Вы прогнозировали некую реакцию из России? Естественно, да, по вашему мнению, вот вы такой реакции ожидали? Либо что-то будет дальше? Она будет еще сильнее, если мы за это проголосуем, здесь будет пропаганда, которая нам будет рассказывать, что мы якобы от чего-то отказались, вот как мы уже слышим, да, что мы должны все убрать и будет хорошо. А потом у нас же, извините, еще международные суды и есть работа с международными организациями. Там уже будут не говорящие клоуны из фейковых парламентов говорить, а российские дипломаты, российские чиновники. Там они будут чиновникам международным рассказывать, что, ребята, нет никакого отдельного Севастополя уже. Сама Конституция это признает. Поэтому давайте больше не принимать резолюции международных организаций. И знаете, что самое интересное? Международные бюрократы, они бюрократы, понимаете? Они не будут дальше принимать резолюции по Крыму, если мы уберем это из Конституции. Нам будет очень сложно объяснить им, что мы сделали, поскольку, повторюсь, никакого объяснения этому нет. В пояснительной записке нет, в самом тексте нет, в заявлениях высших органов власти нет. То есть исчезает город, ничем это не объясняется. И вот представьте себе позицию наших дипломатов, которые в следующий год будут лоббировать соответствующую резолюцию Генассамблеи. Либо какой-то акт Совета Европы, где, извините, до сегодняшнего дня Крым упоминался именно как Автономная Республика Крым и город Севастополь. Конечно, россиянам это выгодно и на руку. Они с этих технических вопросов начнут сбивать очень кучу важных бюрократических международных процедур, которые, повторюсь, им сейчас очень невыгодны. И они с 16-17 года ищут все возможные технические лазейки,
чтобы их прекратить и тратить на эти большие деньги. А тут, знаете, по внезапному совпадению такая техническая лазейка появляется. Повторюсь, что эти нормы не сейчас возникли. Я их видел 2 года назад в администрации президента Порошенко. И знаю этих авторов, которые безболезненно пересекли для себя этот Рубикон и продолжают оставаться на Банковой. Для меня это просто очевиден. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, эксперт в области международного права, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Обсуждаем мы статус города Севастополя в Конституции Украины, а также предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским правки, исходя из которых город Севастополь специального статуса лишается. О том, что это за такой специальный статус и что он дал городу, да, как он менял жизнь города, в чем было отличие, например, от областей Украины, да, и городов с обычным статусом в Украине. Вот об этом мы поговорим с Татьяной Рихтун, журналистом-расследователем из Севастополя. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Итак, специальный статус Севастополя в украинском законодательстве. В чем отличие от любого другого города Украины? Смотрите, тут мне кажется, что возникает в этом всем разговоре с подачи нынешнего постоянного представителя президента в Крыму, уже потом в ходе обсуждения, некие недопонимания вот этого особого статуса. Дело в том, что ликвидация, то есть сам статус явился как компромисс между Украиной и Россией после раздела Советского Союза. То есть нужно понимать, что Севастополь это не просто город, а это просто военная база, скорее всего. То есть это уже при Украине, после ликвидации Советского Союза, город шел по пути от военной базы до полноценного города. Вот этот особый статус, он давал как раз ограничения. То есть, с одной стороны, отдельное административное отделение, но с другой стороны, это ограничение. То есть в Севастополе не было мэра и самоуправления в полном смысле этого слова. И нужно понимать, что когда произошло уже объявление независимости Украины в 1991 году, появление Крымской автономной республики, бадания за Севастополь, говоря таким языком, продолжались между Украиной и Россией. В 1993 году Российская Госдума приняла решение, что у Севастополя российский статус. И Украина даже международные ноты по этому поводу предлагала, и были слушания в ООН по городу Севастополю. И уже после раздела флота был принят вот этот вот особый статус и выделен Севастополь опять из Крымской области, Крымской автономной республики в отдельную административную единицу. А чиновникам и государственным служащим, которые возглавляли Севастопольскую администрацию, в принципе, конечно, был выгоден этот статус, потому что он давал возможность финансирования не только из украинского бюджета, но и из российского бюджета. То есть часть денег всегда говорилось, вот это нам Москва профинансировала, вот это нам Москва профинансировала. Но после 2004 года, когда произошел Майдан, и когда руководитель Севастополя поехал на съезд, на котором Лужков рассказывал, что Севастополь российский город в Харькове, то после этого, конечно, уже назначенцы, которые приезжали в город, были не местные. То есть Севастополь не имел ни выборного мэра, ни мэра, который бы был местным жителем. Это были в основном из Крыма, из Киева, назначенцы, которые руководили городом и проводили здесь государственную политику. Нужно сказать, что было почти 10 или 11, я сейчас уже не могу точно сказать, вариантов закона о городе Севастополе. Ни один из них не устроил Верховную Раду.
Последняя редакция, если не ошибаюсь, в 2013 году была, да? Да, я говорю, вариантов было очень много, и ни один из них не устраивал Верховную Раду, и дальше продолжалось. Даже был компромисс, что был принят особая программа по развитию Севастополя, и целенаправленно деньги вливались в город для того, чтобы как-то поднять его экономику. Но даже я, например, в 2013 году, будучи в составе общественного совета при администрации Севастополя, мы разрабатывали устав города Севастополя, для того, чтобы он стал тоже компромиссным каким-то вариантом и продвинуть ближе город для того, чтобы подготовить для выборов мэра Севастополя. Но киевские эксперты, политологи всегда говорили, не надо разрешать городу выбирать мэра, они всегда выберут не того, кого нужно. Они боялись, что они выберут пророссийского политика или российского. И в этом как раз были страхи. Но эти страхи были подкреплены тем, что очень плохо работала в Севастополе служба безопасности, и все поползновения на Украину со стороны Российской Федерации, которые не прекращались никогда, они реализовывались в виде кварталов российских военнослужащих, они реализовывались в бесконтрольной выдаче российских паспортов, прямо в центре нелегальной точки, которая была на самом центре города, на Большой Морской. То есть вот эти факторы как раз играли на то, что город имел такую вот половинчатую историю, не то украинский, не то российский. И ликвидация особого статуса ничего не даст, она не изменит ситуацию. Я боюсь, что даже при деоккупации Крыма нам придется говорить о том, что Крым отдаем Украине, а Севастополь оставьте военной базой российской. Не исключаю, что даже такой разговор может быть. Давайте в продолжение развитие такой ситуации. В продолжение разговора примем звонок. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Я извиняюсь, конечно, но, по-моему, когда в 1987 году мои родители пошли работать на маяки, которые находятся у нас на побережье, ставка находилась у них начальства в Севастополе. И на тот момент, 87 год, Советский Союз, у Севастополя был статус город федерального значения. И он относился к Москве. Еще когда я говорила, что там Крым, что Севастополь, а мне всегда говорили родители, нет, Севастополь город федерального значения, Крым он не имеет. Он говорит, под Москвой. Ну тогда, наверное, не было федерации, потом, да, чтобы было федеральное значение. Ну, у него был статус город федерального значения. Я еще поэтому, это мне, понимаете, вот как врезалось в мозги. Мне уже было к тому моменту, в 87 году, 18 лет, и я еще, я говорю, так он же крымский, а мне говорили всегда, нет, у него статус город федерального значения, он относится к Москве, и вся Москва финансирует и строительство, и Лужков еще тогда еще при Советском Союзе приезжал, не в Советском Союзе, это чуть позже, приезжал и строил, там открывали морякам, и квартиры давали, и дороги строили. Вот. То есть он был под Москвой. И тогда его не включали, его даже... Потом я слыхала, что даже когда в 1954 году его передавали, Крым Украине Хрущев подписывал, то Севастополь не передавался. Благодарю вас за комментарии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Вы можете принять участие в нашем эфире, поговорить с нашими экспертами, задать ваши вопросы, либо выразить свою точку зрения, либо вот поделиться воспоминаниями. Но я передаю слово Татьяне Рихтун, которая с нами на связи, журналист-расследователь из Севастополя. Да.
Да, Я поправьте, хочу пожалуйста. поправить жительницу Севастополя и уточнить. Севастополь, то есть она имеет в виду, что военные ведомства, конечно, замыкались на Москву. Но в это же время нужно сказать, что в Конституции УССР 1978 года было просто прописано, что в Украине есть два города республиканского подчинения. Тогда это так называлось. Севастополь и Киев. То есть у них не было особого статуса, но они считались городами республиканского значения. Это влияло на подчинение, на снабжение и на определенные структуры, которые больше касались военных ведомств и безопасности. Вот из-за этого город же был закрытым. И еще и после развала Советского Союза он все равно оставался закрытым. Никакому подчинению Москве ведомство Севастополь не подчинялся. Он был в составе УССР, а потом был передан в Крымскую АССР. И в завершение нашей с вами беседы я попрошу вас несколько слов сказать о нынешнем статусе Севастополя. После событий 2014 года Севастополь в российской правовой системе стал городом федерального значения. Как-то это сказывается на жизни севастопольцев? Как-то она отличается от тех реалий, в которых находятся жители Крыма? Ну, мне трудно судить. Российская Федерация не дает мне возможности поехать в любимый город. Но то, что я знаю, смотрите, сначала Севастополь город федерального значения, но раньше у него был отдельный тоже статус, то есть Севастополь имел губернатора, который подчинялся Москве. Сейчас же Севастополь входит в Южный федеральный округ, то есть его статус немного по неделе после 2016 года, насколько я помню. И сейчас то же самое ситуация складывается. Понимаете, здесь как бы два противоречия. С одной стороны, вот если есть губернатор Севастополя, ему, конечно, не желательно потерять свою должность и стать частью Крыма, как они теперь это называют, Республики Крым, и быть в подчинении. Но, с другой стороны, Севастополь не самостоятелен и не является городом федерального значения, который напрямую зависит от Москвы. Он зависит от Южного федерального округа, то есть он не в составе Крыма, но он в составе Южного федерального округа. И губернатор и замыкается на промежуточные структуры по отношению к Москве. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, журналист-расследователь из Севастополя. Обсуждаем мы предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в Конституцию Украины, согласно которым, в том числе, Севастополь теряет свой специальный статус, а значит и отдельное упоминание в Конституции Украины. Продолжим разговор с Эскендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим на эту тему в разрезе, да, тех изменений в Конституцию Украины, над которым работают, в том числе и представители Меджлиса крымско-татарского народа. Я сейчас говорю о перспективах Крыма стать крымско-татарской национальной автономией. Как сочетаются предложенные Владимиром Зеленским изменения в Конституцию Украины со стратегией, да, создания вот такой автономии? Дело в том, что относительно статуса Севастополя здесь неоднозначный вопрос, потому что если мы углубимся в историю, почему Севастополь имел особый статус, ну или определенный статус, то в советские времена у Севастополя, поскольку там была военная база, он был закрытым городом. В украинские времена Севастополь имел особый статус, потому что наличие Черноморского флота, то есть флота иностранного государства с одной стороны, и с другой стороны тот, скажем, психологический фактор, который всегда присутствовал у жителей Севастополя, он мог влиять на общую политику в автономной республике Крым. Если помните, депутаты Севастополя когда-то с 1992 по 1990, даже по 98 год, они были... В 1994 год были представлены непосредственно в парламенте Крыма. И, соответственно, это влияние определенное на ситуацию в Крыму. Поэтому, когда мы сегодня говорим, как же оно должно выглядеть, нужен ли статус или нет Севастополю, если мы рассматриваем в контексте автономной республики Крым
в качестве национально-территориальной автономии коренных народов, то здесь и при этом в представительном органе Автономной Республики Крым мы имеем гарантированную квоту представителей коренных народов, тогда, конечно же, мы сможем защитить этот регион от влияния политического, потому что в Севастополе проживает порядка 400 тысяч человек, которые могут влиять на общее состояние Крыма. Если мы не рассматриваем в контексте национально-территориальной автономии крымско-татарского народа или коренных народов, то в данном случае нужно все-таки оставлять некий статус для того, чтобы управление было непосредственно с Киева, и это будет способствовать все-таки удержанию этого процесса и удержанию от влияния жителей Севастополя на Крым в целом. Поэтому здесь, если началась эта процедура, то она однозначно должна быть завершена в виде изменений в 10 раздел в Конституцию. То есть Автономная Республика Крым должна быть рассмотрена как форма национально-территориального самоопределения коренных народов, в частности крымско-татарского народа, караимов и крымчаков, с учетом защиты прав национальных меньшинств, проживающих на территории географического Крыма. И, соответственно, тогда мы, конечно же, будем видеть баланс, мы будем видеть, скажем, все условия для дальнейшего развития. И, конечно, очень важным фактором в этом вопросе это демилитаризация Севастополя. Дело в том, что в 2017 году еще Российская Федерация должна была полностью выводить свои войска. И, соответственно, тогда еще, когда мы занимались региональным развитием Крыма, мы рассматривали Севастополь больше как порт и рекреационную территорию для того, чтобы можно было больше привлечь туристов и, соответственно, развивать город в мирных целях и с туристической привлекательностью. Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Говорили мы о статусе Севастополя, о том, как он должен измениться в соответствии с правками в Конституцию Украины, которые предложены президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы продолжаем следить за развитием событий, продолжаем следить за голосованием украинского парламента, в том числе и по этому вопросу. Всю свежую информацию вы найдете на сайте Крым Реалии. Мы продолжим наш эфир через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин поговорил с экспертами про статус Севастополя. Я, Катя Некреча, была за кадром, но общалась с вами в Ютубе, в комментариях в том числе. Похвастаюсь, мне сделали бота с таким же именем, с такой же фамилией и с моей же фотографией. Атака клонов Атака уже началась. клонов, да. И этот бот писал какие-то гадости, но мы его успешно, конечно же, заблокировали. Да, иногда сюжет происходящего в комментариях под нашими трансляциями может претендовать на экранизацию. Конечно, там можно вообще жить отдельной жизнью. Как, собственно, можно жить отдельной жизнью, наверное, тем людям, которые создают конфеты. Например, конфеты. Да, я ждал этого момента. Почему бы нет? Вот наш редактор Юля говорит, как раз вот сегодня же День Николая, Святого Николая, вы вот привяжете, поговорите о конфетах. Но о каких конфетах? О необычных конфетах. Что крымские дети могут найти под своей подушкой сегодня утром? Вот сейчас мы об этом узнаем. Зловещий смех. Так. И покажите нам этих родителей, которые такие конфеты крымским детям как раз от Николайчика подарили. После российской аннексии Крыма с витрин и магазинных полок полуострова практически исчезли украинские товары. Они были заменены на российскую продукцию. Конфеты не стали исключением. Ну, кстати говоря, например, продукцию известной марки шоколадной, которая связана с одним из президентов Украины, можно также найти, но это из-под полы фактически, да, продажи, или же это очень... То есть это может быть в магазинах, но это очень дорого. Ну, везут в качестве сувениров в Крым. Вот да, я очень много раз наблюдал такое. Да, конечно.
конечно, везут, но купить в Крыму можно, но ну, дороговато прям получается, конечно. конечно, да. Поэтому, конечно, много появилось в Крыму российских каких-то конфет. О названиях кондитерских изделий часто шутят в соцсетях, и вот корреспондент Крым Реалии прошелся по магазинам полуострова и запечатлел сладости с самыми странными и забавными названиями. Оказалось, что российские кондитерские фабрики предлагают в качестве десертов. Кого предлагают? Женщин, кочегаров, плотников и даже тещу. Это все не шутки, это реально есть фотофакты на сайте Крым Реалии. И вот, например, давай, тебе достанется... Плотник Вася да. мне достанется от кондитерской фирмы «Атак». Эта фабрика по праву занимает одно из лидирующих мест по количеству креативных названий конфет. Есть еще у этой фирмы конфеты с названием «Укус женщины». Да, похоже, есть название «Знойная женщина» от фирмы «Сладуница». Самый дерзкий — это конфеты с арахисом от той же фирмы. Вот такие вот названия. Названия звучат угрожающе некоторые, но есть, например, такие как «Вредина конфетина», изделие фирмы «Сладуница» с ореховой начинкой и нарисованной вороной на фантике. То есть «Вредина конфетина» — это ворона. По версии омских кондитеров еще есть «Няшечка», и она выглядит как маленькая светловолосая девочка с белым кроликом в руках. Няш. Няшечка. Кого, с кем ассоциация вообще сразу приходит в голову? Няш, мяш и прочее. Интересно, Наталья Поклонская пробовала эти конфеты? Может, и кто-то вот на Николайчика как раз под подушку и положил конфеты няшенька. Все может быть. Еще есть, можно конечно найти, же... да, в Крыму протеиновые батончики с изображением реальных советских плакатов, которые призывают бороться за новые победы в спорте и в труде. А учитывая последние допинговые скандалы, остается догадываться, что в этих конфетах... Да, также ты пропустил, есть ёшкин кот. Слово ёшка — это уменьшительное от Баба Яга, означает нечто, насылающее порчу. Поэтому врагам можно дарить конфеты ёшкин кот, например, да. Потом шоколадные и сливочные батончики РФ есть. Ну, в общем-то, и название торговой марки расшифровывается как Ротфронт. Ротфронт, да, такая РФ. старая советская кондитерская фабрика. Теперь, когда мы читаем новости про новости из РФ, главное не перепутать, да. Значит, это, да, ты сказала, да, одна из старейших кондитерских фабрик в соседней России. Что еще есть? Конфеты «Славяночка». И там, значит, обертка оформлена в узорах петряковской росписи. Заводная теща. Заводная теща. Да, заводная теща. Это, я думаю, что вот эти конфеты производятся вот для целевой аудитории. Заводную тещу надо дарить теще. Ну да. Кочегара Петю надо дарить Пете кочегару. Ну, да. это именные. Вот. И, в принципе, знаешь, мир делится тогда на каких-то 5 подкатегорий. И все, и няша, значит, и все, в принципе. Да, если вы не плотник Вася, не кочегар Петя, то конфет вам не видать. Не видать, да. Потом, еще, помимо плотника Васи, у фирмы «Агата», вот заводная теща, как уже сказал Сергей, есть еще кочегар Петя, вологодские оптимисты. Почему именно вологодские? Там, может быть, сложнее всего быть оптимистом, мы же не знаем. А еще есть слеза мужчины. Это какой-то редкий вкус конфеты или что? Почему? Мне кажется, надо укус женщины сначала есть конфету, а потом слеза мужчины. А потом слеза мужчины. А чем отличается слеза мужчины, интересно, от слезы женщины? Вот, по составу, ну, как бы и по вкусу. Это тоже вопрос. Дальше. Были обсуждения, да? Этой фотогалереи. Да, обсуждают вообще эти названия довольно активно в социальных сетях. Вот Игорь Пономаренко, пользователь, пишет: «Умом Россию не понять, в скобках невозможно понять безумие. Актуально сотни лет». И Игорь Борисович пишет: да уж, крымские кондитеры после аннексии явно страдают отсутствием фантазии. Но это не крымских кондитеров произведение, насколько я понимаю, да? Это вот привозят из России. Да, название это не самое страшное содержимое, пишет Элайне Гукова. Она пишет: я как-то покупала химические конфеты «Шоколадная семья», от которых у меня 2 дня болел желудок. А жительница Ялты также прикрепила видео с обзором конфет, которые купила в магазине «Пуд». Давайте послушаем. Я в Пуде купила вот эти конфеты. Они стоили 72 рубля. У меня сохранился чек. Это сплошная химия. Пахнет от них химией. Вот распечатываешь конфету, и сразу же химический запах. Я сначала даже ее выплюнула, эту конфету. Но потом есть захотела, и с голодухи еще съела. И у меня заболел желудок. У меня желудок болел 2 дня. Мне пришлось пить таблетку
2 дня у меня болел желудок от этой химической конфеты. Шоколадная семья называется. Чернослив суфле я покупала. Вот осталось у меня 3 конфетки. Остальные я просто выкинула. Вот тут есть у меня сломленная, чтобы показать внутренность. Никакого тут чернослива, конечно, в помине нет. Тут одна химия. И запах резко химический. Вот такие вот такая обзоры в шоколадная Ютубе. семья. Да, шоколадная семья. Ну, украинское издание «Факты», например, обратили внимание на крымские кондитерские изделия в контексте милитаризации. Как сообщают «Факты», перед праздниками жители Феодосии заметили на прилавках конфеты «Вежливые» с намеком на события 2014 года. Фантики конфет были выполнены в цветах российского армейского камуфляжа. «Вежливые люди» — это интернет-мем, обозначающих военнослужащих РФ, которые в военной форме без опознавательных знаков захватывали и блокировали стратегические объекты в Крыму во время оккупации полуострова России в 2014 году. В общем-то... Какое-то шоколадное безумие. Шоколадное происходит. безумие. Фотографии можно, фотогалерею посмотреть на сайте Крым Реалии. И мы, безусловно, будем следить и за шоколадной темой в том числе. Очевидно, что в этом тоже очень много политики, например, бывает. Спасибо всем нашим радиослушателям, которые присоединяются к нашему эфиру на 648 АМ. Оставайтесь с нами. И также в интернете на сайте Крым Реалии слушайте нас. Сергей Макрушин, Катя Некречия. До встречи.